Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Уважаемые братья, сегодня хотел рассказать про шейха Идриса Хазрата Галиуддина, который из набережных Челнов, который приезжал в Цахур и делал дуа. Многие, наверное, увидели в социальных сетях это видео, где он делает дуа. И я решил выйти на прямой эфир, показать книги, автором которых он является. Более 200 книг. Вот он, альхамдулилля, мне их все отправил. И я буду про них сейчас листать, рассказывать. Наберитесь терпения, будет очень интересно. Так как впереди месяц Рамадан, и получение знаний является одним из самых важных для мусульманина, что всю жизнь мы должны получать знания это. И хотел бы обратиться к тем, как их назвать, даже не знаю. В общем, были комментарии некоторых людей, которые далеки от исламского адаба, от исламского ахляга, поведения и нрава мусульман, которые шейху Идрису Хазрату Галиуддину писали всякие разные плохие комментарии. Это были, мы их знаем точно, некоторые из них претендуют на то, чтобы являться имамами Цахурской долины и так далее. У нас есть их записи, у нас это все. Написал человек, зашел в Ютубе, что типа он там неправильно Коран читает и так далее. Так вот, этому человеку тоже хочу ответить, и тому подобным людям ответить, на какого человека они делали гайбат, на какого человека они делали бахтан, чтобы они поняли свою ошибку, и чтобы раскаялись, чтобы попросили прощения и извинения. Идрис Хазрат Галиуддин является человеком не то чтобы на уровне муфти, даже выше уровня муфти. Например, в Татарстане его братья многие знают за его деятельность, за его книги. Он построил мечеть 20 лет назад. Про него много рассказать можно. Однако сегодня я буду рассказывать про его книги. Вот первая книга, вот смотрите, условия свидетельства, вот, ля иляха илляллах, то есть такая небольшая брошюра. У него книги в форме небольших брошюр, чтобы для простого человека, который только начинает получать знания, чтобы все было в легкой форме, доступно, чтобы разъяснено. То есть, читая его книги, как будто вы с автором общаетесь на доступном обычному человеку языке. То есть, такие книги, такие брошюры, они нужны. Почему? Потому что те книги, которые продаются в магазинах исламских, они толстые, большие, и обычному человеку они, не могут понять, то есть, некоторых вещей. Поэтому Идрис Хазрат, у него манера этого, книгописания, то, что это он общается с людьми на их уровне. Вот, пожалуйста, начнем с этой книги. Условия покаяния. Вот книга, конечно, она очень нужная. В преддверии Рамадана мы должны эти условия тоже знать, какие условия есть. Проверь свою телегу. Проверь поклажи своей телеги. То есть это что такое? Это праведные дела, которые мы совершаем, чтобы их... Это книга 76 страниц. Вот. Остерегайтесь наказания Аллаха. Тоже достаточно объемная книга. Больше 105 страниц здесь. Здесь аяты и хадисы, наверное, про наказание Аллаха за грехи, за ослушание. Войдут ли мусульмане в ад? Конечно, войдут те мусульмане, которые грешники и которые не успели раскаяться. Вот про эту книгу. Можно ли просить милостыню? То есть это тоже актуальная тема в наше время. Особенно это актуально. То есть можно ли просить милостыню, какие условия, что есть насчет этого. Вероломство. Это очень актуальная тема. Конечно, все эти темы актуальны, но есть, однако, среди этих книг более актуальные моменты. Вероломство. Тоже достаточно объемная книга. 138 страниц. Пожалуйста. Вероломство. То есть, листая эти все брошюры, Идрис Хазрат мне их отправил. Я их буду, иншаллах, на месяц Рамадан читать. И, иншаллах, буду по мере того, как буду читать их, буду комментировать. То есть в день можно читать несколько брошюр, конечно. Это тут где-то 5 брошюр, 3-4 брошюр можно в день читать. И я буду читать и выкладывать
в месяц Рамазан, иншаллах, такую цель поставь, все книги Идриса Хазрата, и буду по ним делать как бы свое это, что запомнил из этих книг, я буду это все потихоньку укладывать. Всего 1 минута, то есть это книга. Потом посмотреть «Добро пожаловать в ислам», то есть это на доступном языке наверняка рассказывается, какой простой ислам как религия, вот. Вера как путь спасения от наркомании. Вот. Пост, как раз вот эта книга очень интересная, то есть полезная сейчас в преддверии Рамадана, тоже объемная книга, 80 с чем-то страниц. За добро зло, а за зло зло, то есть вот тоже из Корана аяты есть такие, которые мы все знаем, кто сделал добро в пылинку, тот получит за это наказание, а кто сделал зло, тоже получит, то есть нет, как это аят был? Субханаллах, забыл. То есть, кто сделал добро в пылинку, тот получит за это. Мизгаля зарратин хайран яра, мизгаля мишари, да. То есть, кто получит добро за пылинку дела, то есть, и за свои плохие дела тоже за это наказание получит. То есть, вот эта книга, наверное, про это я еще... О, смотрите, это какая книга интересная. Про эту книгу можно дольше рассказывать. «Ислам против террора». Обратите внимание. И со слов Идриса Хазрата, когда мы с ним ехали, он рассказывал, что вот эту книгу, именно «Ислам против террора», прочитал сам президент Татарстана, тогдашний, да, это Минтимир Шаймиев прочитал. Вот эта книга. Вот я его вот так буду держать, я его потом на закладку буду сохранять. И настолько ему она понравилась, что его издали, или он дал распоряжение, чтобы издать в большом экземпляре, по большому количеству. То есть тираж здесь 20 тысяч в этой книге. 20 тысяч. Значит, и кроме 20 тысяч еще было издано, еще 20 тысяч, еще 40 тысяч. Это тоже не маленькие. Это, вот смотрите, «Введение. Ислам против террора». Очень хорошая книга. Вот. Советую всем. Так, исламские обряды связаны с рождением ребенка. То есть тоже все эти книги, обратите внимание, они здесь во всех книгах Коран, аяты и пречистая сунна пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, без бидатов, без нововведений и так далее. Вот. Исламские обряды, они очень красиво тоже оформлены. Долг платежом красен. Оба, это вообще актуальнейшая книга в наше время. Обратите внимание, тоже сколько здесь страниц? 58. Вот тоже оглавление. Какие же здесь оглавления? Вот смотрите. Раньше люди боялись долгов, а почему сейчас не боятся? Брать займы, сдаваться в рабство. Можно ли, назвать ли? То есть очень хорошая тоже книга. Иншаллах, будем читать их. Достоинство мольбы за пророка. Вот, тоже саллаллаху алейхи вассалям. Вот. Наверняка здесь раскрывается тема именно по сунне, как просить шафаат у Аллаха. У Аллаха нужно просить. У Аллаха нужно просить шафаат пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Вот здесь, видишь, эти дуа, здесь оглавление, смотрите. Достоинство салавата, порядок произношения салавата, хукм произношения, вот какие моменты. Вот все по сунне здесь рассказывается. Вот. Некоторые люди в этом вопросе заблуждаются. То есть недавно буквально был вопрос, что напрямую к пророку обращаются, да, люди. Это что является это? То есть там очень важный момент есть, что нужно, если мы знаем, что да, мы знаем после даже азана, вот Аллахума рабба хази давати тамма, вот это дуа есть, которым мы просим Аллаха, просим, чтобы Аллах Субхану ва Тааля дал возможность, то есть дал пророку, саллаллаху, чтобы он за нас, из-за того, что мы салават делаем, чтобы пророк, саллаллаху, за нас, что делал? Делал шафаат перед Аллахом, за нас делал шафаат. То есть могу я чуть-чуть в русском языке ошибиться, но
Смысл в этом. Надо читать, просвещаться и не попадать в заблуждение. Истина. То есть очень тоже объемная книга. Здесь тоже 50 с чем-то страниц. Я буду смотреть оглавление. Вот оглавление. Вот. Смотрите. Тоже интересное оглавление про истину. Так, это что? Это зависть. Книга «Зависть». Тоже актуальная тема, чтобы мусульмане не завидовали друг другу. Это один из самых больших болезней, который охватила сердца мусульман, и не только. Зависть. Очень страшный грех. Жертвоприношение, как совершить его правильно. 7 видов жертвоприношения. Обратите внимание, тоже в этом вопросе люди ошибаются. Шахр Джами Аль-Калим Ризай Фахруддин. Кстати, Ризай Фахруддин — это ученый татарского народа, один из больших ученых, Ризай Фахруддин, который недавно книгу выпустили, которую он написал про шейхуль ислам ибн Таймии. Кстати, Ризай Фахруддин написал книгу про шейха ислам ибн Таймии. Эту книгу недавно издали в Татарстане, кто у нас в магазинах он продается. Добро пожаловать в ислам. Добро пожаловать в ислам. Тоже объемная книга. Тоже 81 страниц здесь. Здесь оглавления нету. Так, книга «Молитва не будет принята, если». То есть условие, вот человек молится, но его молитва не принимается. Наверное, как здесь рассказывается о том, небрежно и быстро. Вот, как раз, если мужчина, вот, последняя глава, если мужчина молится в шелковой одежде, небрежная и быстрая молитва. Тоже, вот, пункты, короче, 45 пунктов автор выделил, при котором молитва не принимается. Какое мясо дозволено, тоже очень много споров уходит, наверняка здесь раскрывается вопрос дозволенности Ахль Китаб. Ну, в форме вопросов и ответов, да, я так понимаю здесь. Эти книги мне Идрис Хазрат отправил, вот, машаллах. Вот здесь, кстати, вот как настольная книга любого, смотрите, здесь, субханаллах, это такая колоссальная работа, братья. Вот мы сейчас берем, листаем, да, думаем, что там, какая-то брошюра, да, субханаллах, это каждая книга, валейкум салам баракат. Каждая книга, на каждую книгу автор уделил столько времени, столько внимания, субханаллах. Это огромный, колоссальный труд. И, между прочим, ответственный труд, за это автор Идрис Хазрат Галиуддин, который приезжал нам в Цахур, который делал там дуа. Я его представляю, так как некоторые, скажем так, нечестивцы, можно их назвать, людей из нашего народа, начали писать всякие гадости в его адрес. Вот. И решил поэтому представить его, и вот этот эфир буду сохранять и буду распространять, чтобы люди знали, чтобы они понимали, о ком идет речь тоже. Вот. Кстати, это очень интересная книга, я его прочитал недавно. Ну, брошюра, скажем. Тут такие, субханаллах, приводятся сравнение, что такое сигарета, и вот здесь вот, смотрите, очень интересно. То есть, грубо говоря, автор здесь сравнивает, да, сколько денег уходит у человечества, сколько денег, сколько плодородных полей уходит на выращивание табака. И автор здесь делает сравнение, что каждый день, например, в его городе, Татарстан, это Набережные Челны, сколько-то сотни квартир или день, или в месяц уходит, улетучивается в воздух. То есть на те деньги, которые люди прожигают, то есть свое здоровье тоже губят, да, и окружающим вредят, ну и сраф делают, да, за эти деньги можно целые кварталы построить для молодоженов, для этих вот. То есть очень хорошее сравнение делает. Мольба при посещении кладбищ, это, субханаллах, это тоже очень важная книга, особенно для нашего Дагестана, для Кавказа. Вот. Кто прочтет эту книгу, наверняка будет знать. Чаще вспоминать о смерти, прерывающей земные наслаждения. Это вот как раз таки пророк саллаллаху говорил, ходить на кладбище, да, ходить на кладбище, чтобы вспоминать смерть. Однако мы должны это делать по сунне.
не по нововведениям, а по сунне, как нам пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал его при чистой сунне. То есть не делать никаких там бидаатов, не дай Аллах ширк, в который люди попадают. Это вообще отдельная длинная тема, иншаллах, про это мы как-нибудь тоже поговорим. Особенности это в нашем Юждаге, это вот при посещении кладбищ очень много делает бидаатов, аузубилля, делают ширк, даже есть невежественные люди, и некому объяснить, то есть даже вот эти, которые люди должны объяснять, что вот так не делать, наоборот, они где-то способствуют тому, чтобы люди так делали. То есть это целая система, которая уже, идеология, которая уже насаждена была во время коммунизма. Потому что во время коммунизма, коммунистической идеологии, им невыгодно было, чтобы люди по исламу жили. И я помню даже, вот смотрите, субханаллах, я помню, с Азербайджана в свое время целые туры были, то есть целые автобусы нанимали, то есть выделяли колхозы, чтобы, например, цахурцы ездили через всю границу, через вот это все на зиярат султан шейх Амира Мишлеши. Вот эта тема очень важная, актуальна, и она должна правильно разъяснена. То есть дело в том, что мы, Ахлю Сунна валь Джама, мы не отрицаем, то есть мы почитаем, то есть мы относимся с уважением, достоинством тем, которые наши предки, которые умерли. И мы за них делаем дуа. Мы просим у Аллаха, чтобы Аллах Субхану ва Тааля их помиловал, и чтобы Аллах Субхану ва Тааля вел их в рай. Мы приходим на могилу, просим у Аллаха, просим, чтобы Аллах Субхану ва Тааля помиловал этих людей. Конечно, среди них есть такие люди, иншаллах, мы так считаем, что они были праведниками. Не зря же поколение следующее их начали, уважать, почитать и так далее. Значит, не зря народ почитал таких людей. Они были, иншаллах, люди видели их, что они добрые, отзывчивые, благородные праведники. И эти праведники уже умерли. То есть они на данный момент находятся в могилах. И мы должны делать дуа, чтобы Аллах Субхану ва Тааля распростер их могилы, осветил их нуром, то есть заполнил нуром, и чтобы открыл для них ворота джанната. То есть ни один человек не может быть гарантирован, что он попадет в рай, кроме тех, которых обрадовал сам пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. В хадисах мы знаем, там 10 обрадованных раем, и там по хадисам есть люди, которые конкретно, а остальных Аллах Субхану ва Тааля в любом случае будет расчет и так далее. И мы должны, нам никто не дал гарантии, никто об этом не сказал, что они в раю. А люди приходят, как будто они уже в раю, и просят у этих людей, приходят на могилу и просят, говорят, например: о, султан шейх Амир, у тебя положение перед Аллахом высокое, и делай дуа за меня, там, или заступничество и так далее. Это некоторые братья в этом вопросе ошибаются, то есть обвиняют сразу в ширке. Мы этот вопрос исследовали, спрашивали, насколько мы знаем. Это не является ширком, когда ты приходишь, когда человек приходит и у Аллаха просит, тут очень важный момент, у Аллаха говорит, обращается, вызывает к Аллаху, но в то же время говорит, что у Аллаха, он просит у Аллаха, чтобы Аллах Субхану ва Тааля, этого человека, чтобы этот человек делал заступничество за него. То есть это является бидаатом. Насколько мы знаем, насколько мы это помним, насколько нам объясняли. А когда человек приходит напрямую, спрашивает у этого праведника, да, который там похоронен, например, о, султан шейх Амир, например, пришел на могилу и спрашивает именно того, который там похоронен, у него это уже все ширк. Аузубилля, пусть Аллах Субхану ва Тааля убережет нас от этого. И этот вопрос тоже должны разъяснять ученые люди. Опять-таки, молодые ребята, которые, например, об этом узнали, услышали. Мне, например, когда я в горах был, мне некоторые люди вот это все претензии высказывали, что есть молодые ребята, которые читали и говорят несколько там всяких брошюр, где-то в интернете чего-то наслушались, и приходят, начинают там налево-направо такфирить, начинают оскорблять старших людей,
там и это, смуту наводить, это тоже нельзя ни в коем случае делать. Надо понимать, что есть определенное невежество, то есть невежество в знаниях, невежество в том, что еще не до конца вот эта коммунистическая идеология, когда была, ислам был под запретом, и люди не знают, им так научили, им так несколько поколений, десятки лет их так учили, что вот так надо делать. Поэтому, братья мои, давайте не будем ошибки делать. Может быть, у меня у самого были какие-то ошибки в свое время, когда по незнанию, да, у нас у каждого бывают ошибки. То есть мы должны с мягкостью, с мудростью, мы должны понимать, что люди, например, есть, которые, ну, в этом вопросе невежественные, неграмотные. Поэтому это очень нужная книга «Мольба при посещении кладбищ». И здесь наверняка раскрываются все эти моменты, которые я сейчас рассказал. И еще хочу сказать, что вот то, что я здесь говорю, если это соответствует истине, это от Аллаха, субхану ва тааля, то, что он в мои уста вложил это. А если я говорю какую-то неправильную вещь, это от моего нафса и от шайтана, аузу билля. То есть оговорку это делаем, потому что мы все ошибаемся, мы можем ошибиться. Вот, правила поведения в мечети. Очень актуальная тоже тема. Это тоже надо всем нам читать от мала до велика, потому что в этом вопросе тоже у нас бывают проблемы. Кто виноват в расколе? Кто виноват в расколе? То есть раскол мусульман, да. Тут тоже, смотрите, очень интересные значит, моменты. Альхамдулилля, я удивляюсь, поражаюсь, настолько разных тем до сих пор значит, осветил, то есть своим пером наш уважаемый Идрис Хазрат Галиуддин. Как противостоять наущениям шайтана. Тоже объемная книга, 70 страниц, дуа и зикры, наверное, из Корана и Сунны, иншаллах. Мы будем эти все книги читать, потом по ним будем писать комментарии. Каждый день, месяц Рамадан, иншаллах. Тут больше 200 книг, наверное. Уважение старшим. Это вообще каждому ребенку нужно, вот этому подростку, то есть которому надо читать вот эту книгу. Кстати, мы ехали в машине и эту книгу читали с моими сыновьями о транспорте, как себя вести там. И это. Они тоже обещали Идрис Хазрату, что будут читать, будут по нему как бы действовать, то есть по этой книге. Как поступать с одержимыми? Одержимые — это люди, которые одержимы джиннами, наверное, да? Вот тут тоже раскрывается наверняка это все, будем это все читать, иншаллах. Вот. Люди одержимы джиннами, да. Кто является одержимым? Вот, кстати, джин. Про джиннов, одним словом, эта тема тоже актуальна. Мне некогда молиться, пожалуйста. Ответ тем людям, которые говорят, что у них времени нету, что у них дела и так далее. Вот здесь все красиво раскрывается. Вот. Далее. Вторая жена. Вторая жена и, может быть, и третья. Одна из самых любимых тем для братьев мусульман. Конечно, здесь все хотят жениться. Вторую жену взять, третью, четвертую жену взять хотят. Но, однако, многие из братьев это делают неправильно. То есть, прежде чем вот взять вторую, третью, четвертую жену, нужно что делать? Нужно набирать знания. Потому что вот я сейчас открою оглавление, наверняка, скорее всего, здесь оглавление будет, в котором будет написано по знаниям, как это делать. А оглавления нету, каких-то есть оглавления, каких-то нету. Вот. Мое наставление тем женщинам, которые не согласны с мужьями. То есть наставление мужьям, вопрос-ответ. Да, очень интересная тема, очень важная, интересная тема для мужчин. Вторая жена. То есть, Идрис Хазрат написал вторая жена, а, например, для меня третья, четвертая тоже интересно будет. Вот. Наследство. Тоже огромная книга. То есть, книга несколько, смотрите, сколько здесь? 140 схемы приведены, как делить наследство, да? Вот, смотрите, красиво все, аккуратно, смотрите, сколько схем здесь всяких разных, да, вот, как надо делить. То есть это настольная книга, я так понимаю, для имамов, для хазратов, мечеть, смотрите, субханаллах.
такие схемы здесь, все, короче, четко. Просто смотри и дели, как говорится. То есть наследство как делить. Тоже важная тема. Как по исламу делить наследство. Человек умирает, не оставляет завещание. И потом начинаются разборки между наследниками. Это тоже очень важная тема. Приветствие в исламе. Как приветствовать в исламе? Да. Какие суннаты при этом. На салам отвечать и так далее. Наверное, эта тема здесь раскрыта. Да, альхамдулилля. Да. В общем, я польза бороды. То есть, видите, тоже эта тема. Польза, именно польза. Наверняка здесь раскрывается именно польза с точки зрения, этого физиологии и так далее, да, с точки зрения религии, с точки зрения физиологии. Почему полезно носить бороду? Насчет бороды вообще, если делать, можно целый эфир. То есть, как вы сейчас понимаете, что в наше время борода стала, не стала уже признаком только мусульман. То есть, если лет 5-7 назад, может быть, да, насчет бороды, короче, как бы остерегались братья, потому что называли всякими разными именами плохими там, и ставили на учет и так далее, везде. Сейчас уже после того, как, например, тот же глава одной из республик начал носить бороду, да, который является после нашей главы страны вторым человеком, можно сказать, Медины, узнаваемости. После того, как он начал бороду носить, альхамдулилля, борода стала свободной, даже уже без никаких проблем, все носят бороды, и она уже перестала быть символом, признаком там, да, как сказать, раньше, например, 7-8, почти 10 назад, когда мы видели братьев бородатых, например, это считалось, может, где-то геройством, это считалось, что этот человек, оставляющий бороду, он уже соглашается с теми проблемами, которые его может ожидать. Вот. И это считалось, например, таким, делом, короче, который как бы этого человека выделяет среди остальных, потому что не каждый в то время мог носить бороду, когда везде были всякие разные теракты там и так далее, когда бородатых мусульман считали сразу прям клеймо вешали, тогда носить бороду это считалось очень таким поступком. А сейчас, обратите внимание, каждый второй носит бороду, даже неверующие люди, там, скажем, из числа других конфессий, даже вот он бороду носит и серьгу носит там в ухе, там, да, и стало это модно, короче, носить бороду. Поэтому насчет бороды можно очень много, долго говорить, то есть еще раз хотел обозначить тот момент, что очень много, если не очень много, но достаточно много всяких аферистов даже есть, которые нам в Инстаграме там бороду отпустили, начинают там что-то говорить, там, да, привлекать к себе внимание, аудиторию. То есть на самом деле борода это стала как бы не только символом как бы такого праведности и так далее. Поэтому, иншаллах, мы должны смотреть на дела, на амаль, на действия человека и судить не по бороде человека, то есть не то чтобы судить, а делать выводы, а именно по его делам и поступкам. Показуха. Это очень страшная болезнь, аузу билля, который может любой из нас попасть. Пусть Аллах субхану ва тааля убережет нас от показухи. А как мы должны беречь себя от показухи? Это вот как раз таки иметь знание. Без знаний как раз таки мы попадем в эту показуху. И есть такое, как бы, где-то я читал, что тот человек является настоящим показушником, лицемером, который считает себя в безопасности от того, чтобы пасть в показуху. То есть он человек, все, гарантированно считает, что он не показушник, он никогда не может быть показушником, не может быть мунафиком. Это как раз таки этот человек является первым показушником и лицемером. А тот человек, тот мусульманин, который искренний в своей религии, в своих намерениях, в своих делах, он всегда будет бояться этого. Он всегда будет просить Аллаха субхану ва тааля, скажет: «О Аллах, береги меня от показухи, от рия и тому подобного». Тоже очень, тем более в наше время социальных сетей, когда все фотки ставят, видео ставят там и так далее. Кстати, кто-то может лично меня, автора вот этого эфира, меня зовут Фахрудин, обвинить в том, что
То есть вот ты тоже показушник, там много видео, фото ставишь и так далее. Я скажу на это такой ответ: если это делается по необходимости, то есть есть какая-то необходимость, да, необходимость, она как бывает, например, ты человек публичный, общественный деятель и так далее, ты освещаешь как бы свою деятельность, это интересно бывает твоя аудитория. В таком случае, по намерению, опять-таки, твое сердце только один Аллах Субхану ва Тааля знает, что ты, почему это делаешь, тот же я. Почему это делаю, это только один Аллах знает, и мое сердце знает, да? Когда я попадаю в показуху, когда этот человек, например, когда попадает в показуху, лицемерие, он сам об этом сам прекрасно, лично знает, прям в сердце, в своем этом. Ему могут со стороны кто-то сказать: вот ты красавчик, брат, да ты вообще молодец, да ты не показушник, но у него внутри какой-то, если шевелится, да, вот это как бы его мучает, вот этот момент, это он сам знает, и никто не может никому сказать, что ты вот показушник, или там рия сделал, и так, это Аллах знает. Поэтому это очень опасно в наше время, в эпоху Инстаграма, в эпоху Фейсбука и так далее, когда мы фотки, видео ставим. Я, кстати, хотел сказать, вот если кто-то начнет меня, лично, автора этого эфира, искать, например, лет 5 назад, 7 назад, да, мои фотографии, видео, он не найдет. Почему? Потому что меня тогда не было. Потому что тогда я не ставил ни фотографий, ни видео, нигде. Я являюсь достаточно долго уже активным пользователем интернета, но почему-то я начал ставить видео, фото буквально года 3-4 назад. Почему? Потому что в этом появилась необходимость. После того, как я начал заниматься общественными делами, вот только после этого я начал видео, фото ставить. Вот вопрос возник, жду от тебя книги, сегодня можно приехать за ними? Брат, это надо с Мухаммадом Аббасом тебе связаться, брат. Я сейчас делаю этот эфир, книги, которые мне шейх отправил, я про них, это делаю. Подчинение имамам. Оба, это вообще, да. И самое главное, да, человек сам знает об этом, когда он сделал. Вот это, машаллах, очень хорошая книга. Вот имам, духовный наставник мусульман и так далее. Вот это подчинение имамам, то есть. Вот, эту книгу мы будем читать, иншаллах, 158 страниц. Очень серьезная книга, да, вот это вот. Очень серьезная, интересная книга «Подчинение имаму». Это вообще отдельная тема. Про это вообще надо эфиры целые делать, потому что очень важная тема. В этом вопросе, именно подчинение имамам, не должно быть чрезмерности. То есть, вот я думаю, что здесь все написано, иншаллах, мы эту книгу прочтем. То есть, без чрезмерства не должно быть такого подчинения, там, которое, например, некоторые имамы требуют к себе подчинения от прихожан на уровне чуть ли не амира, Они путают этот вопрос. И в то же время другие есть, которые попали в чрезмерство, которые говорят: да нет, это что, это имам просто и так далее, у него никакой власти, ничего нету. То есть нужно во всех этих делах искать золотую середину. Письмо пенсионерам. Иншаллах, полистаем, посмотрим. Письмо пенсионерам. Понятно. Это книга тем пенсионерам, которые, наверное, не читают намаз. Вот. Не читают намаз пенсионерам. Книга. Так, что это? Прелюбодеяние. Аузу билля, астагфируллах. Это вот как раз таки у нас начинает сезон весна, лето. Сейчас это наиболее актуально будет, когда женщины разденутся. Я же со своей стороны хочу сказать такую, аят есть один, который я в прошлом году научился, альхамдулилля. То есть, и скажу, что я практиковал этот аят, и этот аят мне очень сильно помог. Аузу билляхи минаш шайтан раджим. Валя тaqрабу зина, иннаху кана фахишатин ва саи сабиля. Вот это аят, не приближайтесь к зина, поистине, иннаху кана фахишатин ва саи сабиля. То есть, поистине, говорит, это фахиша, это нечестие. Это фахиша. Это что такое фахиша? Фахиша раньше назвали прелюбодеек. То есть фахиша. Что такое фахиша? Это прелюбодейка, например, проститутка. Как хочешь его называть. То есть даже когда в наше время фахиша говоришь, это обидно очень слово. Да? Но Аллах Субхану ва Тааля это употребляет в своей книге. Фахишатан. Это целая энциклопедия, брат, конечно.
Правило гостеприимства. Оба! Вот это правило гостеприимства я отправлю, наверное, имаму Цахурской долины, чтобы вот эту книгу он прочитал. Как нужно принимать гостей. Как нужно принимать гостей. Конкретно, если кто его знает, пусть он со мной свяжется, вот, чтобы как нужно встречать гостей, короче. Вот ему отдельно эту книгу я подарю. Ему и всем тем, которые на его, короче, это самое, да, его поддерживают. Вот, правила гостеприимства, чтобы он читал, просвещался, чтобы набирался уму, разуму, чтобы в следующий раз, когда такие гости, как Идрис Хазрат Галиуддин приедет, чтобы он знал, как принимать. Права женщин. Права женщин, да, это мужчинам это, наверное, невыгодно, короче, права женщин, да? А это тоже, кстати, очень сильно мы нарушаем права женщин, субханаллах, особенно на Кавказе, в Дагестане. Я не хочу сейчас раскрывать разные темы, да, есть такие моменты, которые об этом сейчас публично говорить тоже как бы не это самое, но крайне бывает обидно, досадно, больно видеть, что на гадикане сидят мужчины сидят, а женщины таскают дрова, таскают сено и так далее. Вот это, к сожалению, у нас, по крайней мере, в Горном Магале, Цахурской долине, это есть, и она сложена веками. Я сейчас не хочу подробностей, но не хочу это самое, кого-то обвинять. Это, если мы начнем об этом говорить, это целый калмагал получится, да, это многовековая устоявшаяся система, которую я считаю, что она противоречит сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям. То есть, когда женщины, например, и вот, кстати, вот эта вот тема, она дает, вот это именно тема, как в Дагестане женщины работают, таскают там, дрова, там, сено косят и так далее. Это дает, субханаллах, дает пищу, то есть дает почву для всяких феминисток, всяких ЛГБТ, которые вот сейчас они развиваются, да, они вот этими вещами как бы апеллируют, споря с нами, с мусульманами, и говорят, вот ваш ислам, вот ваше это самое, да, как вы относитесь к женщинам и так далее. То есть, если, например, лет 100 назад, например, 50 лет назад, таких вопросов вообще не возникало, то есть, это был устоявшийся на тот момент как бы свод правил, адатов и жизни, между собой, а сейчас это стало как бы другое. Я вот один версию только знаю, вот. Насчет права женщин очень много можно говорить. Мы их нарушаем. Да, мы их нарушаем. Мы повсеместно это нарушаем. Все мы, мужчины, нарушаем. Самое большое нарушение права женщин, знаете, в чем заключается, субханаллах? Не самое, но один из таких самых. Да, вот представьте себе, у нас на Кавказе, и вообще не только на Кавказе, везде. Представьте себе, женщина сделала зина. Все, это уже все, уже развод, это позор, это, не знаю, там, да, конечно, это честь женщин, это превыше, не то, что превыше мужчины, да, но честь женщины, это очень дорого, это мама, это, например, она сестра чья-то, она, дочь чья-то, да, вот, но, что я хочу сказать, дело в том, что, обратите внимание, уважаемые братья, кто слушает этот эфир и кто потом посмотрит этот эфир, дело в том, что почему-то мы, мужчины, например, есть, не мы, не я, не говорю, не мусульмане, вообще есть очень много джахилей, невежественных мужчин, которые считают, что если они делают зина, если они делают, налево гуляют, как будто им можно, понимаете? Приходят, например, домой, такие как мужчины там же есть, он там зина сделал, пошел где-то, отдохнул, аузубилля, там, с какими-то проститутками там, да, и домой приходит, и он считает это, как бы сказать, проблем нету в этом. И не дай Аллах, если его жена это сделает, это все, короче, это все, понимаете. А перед Аллахом, субхану ва тааля, это грех, который что совершает женщина, что совершает мужчина. Аллах, субхану ва тааля, на этот грех одинаково смотрит. Поэтому про права женщин очень много. Это, наверное, мужчинам невыгодно будет эту книгу распространять, читать. Потому что если они эту книгу прочитают, у них за голову они схватятся и пересмотрят свое отношение к женщинам. И, кстати, женщинам тоже надо будет читать эту книгу. Почему? Потому что они многие свои права не знают по исламу, которые Аллах субхану ва тааля их наделил какими правами. Они не знают. Они должны тоже знать про свои права и требовать их. Сплетни, субханаллах, это же тема вообще
вообще актуальная, тем более соцсети. Вот смотрите, сейчас кто-то что-то скажет, какую-нибудь WhatsApp-группу отправит, да, и все. Это, если раньше сплетни там не так сильно распространялись, да, среди людей, сейчас, например, скажи куда-нибудь в WhatsApp-группе какую-то это про кого-то, какую-то ложь запусти, все, его перехватит сотни, тысячи, может быть, миллионы людей. Это очень опасный грех сплетни. Сирота и его права. Очень важная тема, потому что, конечно, мужчина умирает на войнах, мужчина умирает на производстве, попадает в аварии и так далее. Остается очень много сирот, и права сирот очень важная тема. Субханаллах, Аллах Субхану Атала в скольких местах именно про сирот обращается, что сирот надо любить, уважать, то есть то, что они без отца, без матери растут. Однако я один хадис расскажу. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: кто заботится о сироте, тот будет со мной в раю. Вот так. Показал два пальца, да, вот эти два пальца показал. Вот рядом будет, сказал, вот так. Как вот эти два пальца вместе, рядом. То есть, кто заботится о сироте, субханаллах. Это очень большое, достояние этого дела, кто заботится о сироте. Иншаллах, кто заботится о сироте, тот будет в раю, иншаллах, с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. Смерть, прерывающая земные наслаждения. То есть, вот этим одним заголовком этой книги мы уже понимаем, да, о чем идет речь. Вот. То есть, про смерть, напоминание про смерть. Тавсир суры Аль-Аср, субханаллах, один из ученых сказал, если бы, говорит, не было бы другого какого-то суры, кроме Аль-Аср, его одного, это Аль-Аср, было бы достаточно для того, чтобы по нему жить. То есть, иншаллах, про суру Аср здесь написано, сколько здесь страниц, то есть страниц около 30, вот заголовок, вот, тоже интересно, Аль-Аср. Что можно про Аль-Аср сказать? Шейх Ниметуллах, внук Насх Эфенди, с которым у нас есть связь, которого мы спрашиваем, который является нашим, в том числе, устазом, нашим наставником, один раз сказал Аль-Аср, значит, там какие слова Аль-Аср, инна аль-инсана илля алладина аману ва амилу салихат ва тавасау бил хакки ва тавасау бис сабр. То есть там такие слова есть, кто говорит тавасау бис сабр, то есть кто призывает к хакку, то есть к истине, и кто призывает к сабру. То есть это что получается? После того, как ты призвал к истине, то есть повелевал истину, то есть ты призвал людей к истине, то сразу же тебе нужно сделать сабр, потому что будет ответка, потому что будет ответная реакция со стороны неверующих людей. Поэтому тебе нужно сразу сабр делать. Который повелевает истину и который призывает к сабр. То есть, опять-таки, слово хак и сабр, они друг за другом идут. То есть, кто призывает к истине, тот обязательно ему нужно делать сабр. То есть, сабр на что? Терпение, на нападки людей, то, что людям это многим не понравится. Так уж устроен человек, Аллах Субхану ва Тааля так сотворил человека, что во многих местах большинство, Аллах Субхану ва Тааля говорит, не уверит, большинство, Аллах Субхану ва Тааля говорит, большинство, то есть не уверует, большинство не будет неблагодарны, большинство будет нечестивы, большинство будет лжецы, там, да, вот, сказано, что если ты призываешь к истине, значит, тебе нужно делать сабр. Польза молитвы. Про пользу молитвы наверняка многие знают. Вот оглавление, причины, по которым люди не молятся, пятикратная молитва, 45 страниц. Вот. Ну да, братья мои пишут, что это целая энциклопедия. Я этот эфир сохраню, потому что этот эфир я сделал для чего? Для того, чтобы масштаб и знания нашего шейха, уважаемого Идриса Хазрат Галиуддина, чтобы показать. Не бойтесь кризиса. Вот как раз таки, когда кризис бывает, для бизнесменов очень тоже важно, чтобы они читали эти книги. Вот, Идрис Хазрат постоянно хвалил вот эту книгу «Письмо землякам».
Вот. Один из самых часто повторяемых книг было, который он советовал всем, «Письмо землякам». Наверное, я его не читал, иншаллах, буду читать. Кстати, еще раз хочу сказать, что, иншаллах, про эти все книги, которые я, иншаллах, буду читать, потихоньку месяц Рамадан буду делать небольшие, не эфиры, а буду писать. Вот прочту эту книгу, иншаллах, сфоткаю, поставлю, страницы, выдержки поставлю в Инстаграме и напишу к нему свое, что я там вот прочитал и что запомнил, буду выкладывать, иншаллах. Я думаю, будет интересно. Так что не сомневайтесь в загробной жизни. Эти новые книги Идриса Хазрата, не сомневайся в загробной жизни. Да, многие, которые неверующие люди, сомневаются в загробной жизни. Вот, загробной жизни. Я когда общаюсь с такими людьми, я постоянно говорю, вот видишь, говорю, сейчас весна, видишь, говорю, весной же все начинает цветать, то есть начинается все растет, там все растения начинают расти и так далее, да, и как зима приходит, все обратно умирает. То есть вот воскрешение тебе. Многие не верят в воскрешение. Удивительный пример принятия ислама. Да, это тоже, субханаллах, это вообще, я вспомнил, я с Идрисом Хазратом почти 12 дней находился, и очень много узнал от него интересного. Вот здесь все вот эти, видите, оглавления. Один раз Идрис Хазрат рассказывает, что пришел человек, какой-то русский, Мухаммад, русский человек пришел, и они разговаривали с ним о том, о сём. И этот человек русский, какой-то условный Андрей, или Петр, или Митрофан, не знаю, как его звали, он говорит, не знает этого человека, с кем он разговаривает. Он говорит, вот, альхамдулилля, этот Идрис Хазрат у него спрашивает, ты, говорит, русский, да, а как ты принял ислам? И он говорит, я книгу читал, говорит, одного Хазрата, Идриса Галяутдина, и после чтения этой книги я принял ислам. А он его не знает, понимаешь? На книгах же нету фотографий Идриса Хазрата, нету же. А он его не знает. Понимаешь, в чем смысл? И он ему говорит, это автор книги. Субханаллах, тот человек чуть расплакался, говорит, субханаллах, обнял его и так далее. Прикинь, вот тебе дават, вот тебе это знание, да, вот книгу написал человек, книга распространилась, дошло до русского человека, он принимает ислам, и вот по воле Аллаха они встречаются, и вот так вот происходит такая встреча. Вот. Удивительный пример принятия ислама. Самый опасный шайтан. Ну да, мы же знаем, что шайтан является первым нашим врагом. Тоже небольшая брошюра, значит, вот, это уже в 2010 году написал наш Хазрат, уважаемый. «Обряды погребения». Это тоже интересная книга, так как у нас проблема, то, что в каждом селе, в каждом районе, в каждой стране как будто свои обряды придумали, когда хоронят человека. Вот так надо переворачивать, вот так надо несколько раз поднять, поставить на землю, с левой стороны надо обойти, с правой стороны что-то делать, землю надо вот так сыпать там. Каждый придумал себе какое-то что-то и, значит, что делает? И делает бидат. А здесь, иншаллах, вот, видите, смотрите, как интересно, всякие картины, схемы, как похоронить. Это тоже, кстати, тоже интересно. Книги достаточно интересные. Еще раз повторю, это колоссальный труд. Это все написать, это все... это каждая книга, представьте, это каждая книга, так как я являюсь сам тоже бизнесменом и очень часто делал всякие разные буклеты, там, каталоги там, и так далее. Представьте, каждая книга, она внутри содержание, потом внутри все вот это вот оформление, какие картины, какие цвета, какой фон, это все, это целая индустрия, то есть это целая работа, и, субханаллах, обретение душевного спокойствия. Ну, альхамдулилля, это только в исламе, только человек, вот я всегда говорю, удивляется, я говорю, не может быть человек счастливым, да, не может он обрести счастье, никак не может, если он не в исламе. Субханаллах, это такое правило. Это вот такое правило, но не может такого быть, потому что человек, который не в исламе, конечно, он может быть спокойным, он может быть, как бы сказать,
уравновешенным и так далее. Ну, вот усредненно. Мухаммад, выйди, пожалуйста, в другом месте поговори. Он может усредненно быть таким, скажем, человеком, да, вот среднестатистически нормальный человек, то есть для общего. Но что касается душевного спокойствия, не может человек, не будучи в исламе, не может быть душевно спокойным, потому что обязательно у него будет сомнение, потому что он обязательно будет сомневаться. Это фитра, заложенная сущность, заложенная Аллахом Субхану ва Тааля в человеке, что он тянется к единобожию. Если единобожия нет, обязательно у него будет сомнение. Кстати, вот книга «Обретение душевного спокойствия». Душевное спокойствие можно обрести только тем, если человек полностью принял ислам и живет по исламу, иншаллах, старается жить по исламу. Не осуждай. Да, не осуждай, тоже актуальная тема в наше время. Все всех осуждают, все ищут ошибки у других, тогда как не замечают свои ошибки. То есть есть даже такое поговорка: в чужом, говорит, глазу соринку ищут, а в своем глазу бревно не видит. Не грусти, машаллах, это тоже книга очень интересная, что не грусти. Одним слово не грусти этим всем, и не грусти этим. Здесь столько аятов, хадисов есть, чтобы мусульманин вообще не должен грустить. Это не нрав мусульманина грустить. При любом положении он должен быть довольным кадром Аллаха. Будь щедрее. Конечно, будь щедрее, это чтобы мусульмане были, садака давали. Тогда тафсир суры Аль-Фатиха я занят. Тафсир суры Аль-Фатиха — это очень важная тоже тема. В общем, нету таких неважных тем. Тафсир суры Аль-Фатиха — это очень нужная тема. Тафсир аят аль-Курси. Тафсир аят аль-Курси. Про тафсир аят аль-Курси хотел бы рассказать, субханаллах, чуть поподробнее. Значит, то есть был такой момент, когда один, скажем, человек из власти позвал имамов, собрал у себя имамов, и один из имамов подарил этому представителю этой власти, подарил красивую картину, в которой написано аят аль-Курси. Аят аль-Курси. И этот представитель власти спросил у этого человека, этого имама, что это? И он сказал, говорит, ты что, говорит, не знаешь, что ли, типа, с таким упреком? Это же, говорит, аят аль-Курси, типа, аят аль-Курси. А тут представитель власти спрашивает этого, а что тут, говорит, написано, короче? И представьте себе, этот человек, который подарил этот имам, да, хазрат, скажем, который подарил этот аят аль-Курси, вот эту вот картину, он не смог об этом рассказать. И там получился, что еще раз, несколько раз спрашивал человек этот, и вот это, и там оказался один наш брат, единобожник, то есть среди этих имамов, который после того, как все отказались, все не смогли рассказать тафсир аят аль-Курси, и на него указали, сказали, вот этот человек может это тафсир сделать. И к нему обратились, а он в стороне молчал, и обратились к нему, и этот человек, этот имам тоже был, кстати, тоже. Вот. И он сказал этому представителю этой власти, сказал, уважаемый, говорит, вам, говорит, аят аль-Курси, говорит, вот этот тафсир сделать за 1 минуту, говорит, за 20 минут или за 3 часа. То есть 1 минута перевод, да? 20 минут краткий, да, скажем, перевод и чуть-чуть объяснить. А 3 часа это уже конкретный дарс, короче, это целый урок. И это представитель власти, но это была встреча представителя власти с имамами определенной местности. Я сейчас ни имена не буду говорить, хотя я знаю имена участников, знаю, где это было, не буду говорить, потому что на публике это все-таки. И в конце, в итоге, этот имам, этот представитель власти сказал, говорит, за 20 минут расскажи. И этот человек рассказал за 20 минут, раскрыл аят аль-Курси, вот этот аят. Этот великий трон, про трон Аллаха, да, великий аят, самый великий аят Корана. И после этого, говорит, этот человек, который имам, стал, говорит,
среди этих имамов все начали ему, что? Подножки ставить. То есть за то, что он так вот... Получается, что он... Аллах так предписал, что он там знал, а другие не знали. И за то, что другие не знали рассказать про этот курси, они его начали возненавидеть. Субханаллах. Это хасад. Как раз таки книга была же у нас вот здесь про зависть. Вот завидовали. Вот аятуль курси. Значит, аятуль курси мы должны тоже знать, хотя бы примерный смысл. Отличие религии пророка вот, от язычества. От язычества, да. Здесь тоже аяты. Оставил ли ты завещание? Да, это тоже важный момент. Вопрос себе задавайте, кто смотрит этот эфир. Оставили ли вы завещание? Неважно, вы богатый, бедный. Мы все умрем. И у нас, например, останутся наследники, да, например. Вот, оставил эти же завещания. Если человек умирает и не оставляет завещание, хотя бы небольшой клочок бумаги, то его наследникам бывает тяжело. Это вот смотрите, интересная книга. «Не говори мусульманину кафир». Это болезнь, действительно, это один из самых таких болезней. Вот про эту книгу я хочу рассказать подольше. «Не говори мусульманину кафир». Что получается? В наше время есть такое, скажем, не то чтобы течение, да, а одним словом, невежественные люди, которые занимаются такфиром, то есть они налево-направо такфирят мусульман. То есть, что делают? Выводят людей из ислама. По их мнению, какой-то человек стал кафир. Али, Мухаммад, Хасан, там, да, его зовут. Но он там, например, по его мнению, он стал кафиром. Это особенно у нас на Кавказе часто бывает, в Дагестане в том числе. Молодые, неопытные братья, которые только пришли в ислам, прочитали несколько там всяких разных там брошюр, там посмотрели видео какие-то в ютубе, там вопрос-ответ, и начинают налево-направо что делать? Такфирить. Не знают, ни условия такфира, не знают ни препятствия к такфиру, не отличают элементарно, что такое бидаат, что такое ширк, не знают о том, что в каких-то случаях, когда есть моменты, когда что-то оправдывается, да, что-то делается как какое-то оправдание по невежественности, вообще этих вещей не знают и начинают называть кафирами. И вот это вопрос очень важный, очень, больной вопрос. И, кстати, я вам скажу, что вот этот вопрос, да, невыгоден ни Иблису, шайтану и его приспешникам, чтобы этот вопрос мусульмане изучали, то есть, чтобы конкретно досконально изучали. Потому что им всегда выгодно, приспешникам шайтана, Иблиса, чтобы среди мусульман всегда была такая секта, чтобы было такое мнение, что ли, такой джамаат, чтобы вот всегда ходили налево-направо, такфирили. Пусть Аллах, субхану ва тааля, убережет нас, наших близких от такого заблуждения. То есть вот эта книга тоже очень важная, интересная, его надо читать, его надо, как сказать, раздавать. То есть вот не говори мусульманину кафир. То есть это вот болезнь такфиристов, которые такфирят налево-направо мусульман, не зная, как это... Это вообще, это дело, вот, кого-то выводить из ислама, да, вот кому-то кафир сказать, это вообще ученых людей дело. Мы невежественные люди, которые не являемся талибуль илм, учеными людьми, мы должны остерегаться от этого, чтобы называть мусульман, то есть кому-то что-то говорит, там вот это все, это очень опасные слова, потому что если мы скажем кому-то кафир или мунафик, и если этот человек не окажется этим, это вернется к тебе обратно. То есть это мы знаем хадис достоверный пророк саллаллаху, кто назвал своего брата кафир или мунафик, он не оказался им, это слово к нему возвращается. То есть это слово уходит в небеса. То есть я сейчас точно текст матен не помню, но смысл такой, что это слово куда-то должно, да, дойти. Его не принимают ни небеса, ни это. Он возвращается к тому человеку, который это сказал. Поэтому очень нужно быть осторожным в этом вопросе. Лучше не говорить такие слова страшные. Ва алейкум салам, кто поздоровался только что. Мудрость, да.
Мудрость, смотрите, он дарует мудрость, кому пожелает, и кому дарована мудрость, награждает великим благом. То есть мудрость тоже очень такой важный вопрос. Мудрость, значит, оно бывает и с возрастом у человека, бывает и когда человек находится там зрелым, то есть только даже у подростков бывает мудрость некоторых больше, чем у взрослых. То есть мудрость это дар Аллаха, субхану ва та'аля. Мудрость это поставить вещи на свое место. Каждая вещь должна на своем месте быть. Мудрость в этом заключается. Например, элементарно, ты пришел в какой-то маджлис, ты должен знать свое место, где тебе сидеть. То есть ты должен поставить вещь в нужное место. Если ты начинаешь это путать, это уже не мудрость получается. И это что говорит, когда говорит, где говорит, что делать, как делать, где делать. Ну, очень важный вопрос насчет мудрости. Мусульманское кладбище, да, этот вопрос, мы уже вторая книга про кладбище, то есть мы в предыдущем, где-то 20 минут назад об этом говорили, про посещение кладбища. Мусульманские маджлисы тоже очень важные, то есть наверняка здесь открываются вопросы про разные маджлисы, в том числе мавлиды и так далее, надо посмотреть здесь. То есть про мавлиду пока ничего нету, наверняка что-то будет, сейчас найдем на каких-то местах. То есть всякие, бывают же там маджлисы, которые не соответствуют сунне пророка, саллаллаху, которые на это дозволения нету, сунне, ни от 4 имамов, ни от пророка, саллаллаху, нету, а люди делают эти маджлисы, как будто это сунна. Пятикратный заслон, это я так понимаю, это пятикратный намаз, это заслон, это является, да, брат, это сейчас об этом не будем говорить, про такфир, иншаллах, это очень такая тема длинная, сейчас я делаю обзор книг. Пятикратный заслон, то есть, что это такое? Я так понимаю, что книга про то, как намаз защищает человека от грехов. Пятикратный заслон, то есть это получается, что как бы доспех одеваешь ты против шайтана, чтобы он тебе не мог это... Как продлить жизнь? Альхамдулилля. Вот, как продлить жизнь? Я знаю, как продлить жизнь. Один хадис есть, пророк, саллаллаху, если вы хотите продлить жизнь, то укрепляйте родственные отношения. Слышал, да, это хадис? Вот, тоже очень хорошая книга. Наверняка многим интересно будет, как продлить жизнь. Так, многие, наверное, устают, заходит эфир, выходит, а у меня эфир продолжается уже долгое время. Ну, альхамдулилля, что делать? У нашего шейха очень много книг про них. Береги свои глаза, чтобы не попасть в прелюбодеяние. До этого я говорил, такой аят есть, всем советую. Если я не ошибаюсь, сура Ан-Ниса. «Валя тaqрабу зина, иннаху кан фахишатан ва са'i сабил». Надо спросить у нашего кария. Я, может, ошибки какие-то делаю там в этом, Мухаммад. Вот это аят надо у него спросить. Ислам. Известные люди, принявшиеся ислам. То есть я его листал. Ну, конечно, здесь вот этот момент чуть-чуть, вот до сих пор, машаллах, все книги, которые я смотрел, все, машаллах, то есть актуальны на этой теме. Однако маленькую такое муляхиза, да, свое замечание как бы сделаю. То есть вот эта книга, вот именно известные люди, принявшие ислам, например, я здесь что? Ну да, это рассказать о тех людях, которые приняли ислам, это очень хорошо. Одна книга написана в 2012 году, и за 8 этих лет я вот листал здесь, некоторые имена были, вот, в том числе Тайсон. Тайсона как звали? Майк Тайсон. Вот он каким-то неадекватным стал, там, какие-то чушь начал говорить, там, туда-сюда, да, вот принял ислам и потом это, там, ерунду. То есть эта книга вот именно не религиозная, а чисто вот, тут есть, да, есть, короче, видите, на каждое, что написано, есть ссылка, откуда это взято, да. Но, однако, те люди, которые принимают ислам, например, то есть от того, что они принимают ислам, да, вот это не довод на то, что, типа, как вам объяснить? То есть, приняли ислам для себя. То есть, они также могут и некоторые не то что отказаться. То есть, ислам от них может отказаться. То есть, ислам и эти люди могут быть несовместимыми людьми. То есть,
Они принимают, может, ислам, а потом что? Потом разочаровываются в каких-то вещах, и потом что еще хуже. То есть мы, например, если говорим, да, вот какой-то человек принял ислам, да, альхамдулилля, среди них есть такие люди, которые утвердились в исламе, альхамдулилля, из которых есть большие пользы. Например, здесь я увидел Юсуф Эстет, да, Юсуф Эстет, смотрите, это австралийский проповедником стал, субханаллах, очень известным, и таких очень много. От них очень большая польза для мусульман. Тот же другие, я сейчас имена всех не буду называть. Вот. Но, однако, есть такие, которые принимают ислам, а потом начинают в исламе искать какие-то недостатки, они вредят очень сильно. Поэтому в этом плане эта книга не религиозная, это чисто книга для того, чтобы мотивировать, чтобы знать, просвещаться, что есть такие люди, не мусульмане, которые приняли ислам. Вот. Дальше пост. Про пост я уже говорил. В преддверии Рамадана это очень нужная тема, которую мы должны изучать. Береженного Аллах бережет. Тут такую русскую пословицу: береженного Бог бережет. Эту книгу я читал, кстати. Очень интересная книга. Наполовину я его читал. Еще раз прочту. И сделаю это, мы про это говорили. Проверь свою тележку, то есть поклажу тележку, какие дела у тебя добрые, какие плохие дела, проверь. Благодари Аллаха за те нематы, которые Аллах Субхану ва Тааля нам дает. Будь осторожен при толковании снов. Вот. Будь осторожен, имеется в виду, наверняка здесь все эта тема раскрывается, однако насколько я знаю, что нельзя плохие сны рассказывать. Плохие сны нельзя рассказывать. Как сатана запугивает человека. Сатана запугивает человека бедностью, да, обещает вам бедность. То есть, и тоже очень интересная книга. От чего приходят беды и несчастья? Вот. От чего же они приходят? Из-за наших грехов они приходят тоже, кстати. Из-за наших грехов. Вот мы недавно были в Цахуре и делали дуа, чтобы Аллах Субхану ва Тааля уберег наше селение, наш джамаат, чтобы это село сохранил. И очень сильные мархалы, то есть таких мархалов, по крайней мере, я как слышал, многие говорят, что таких мархалов не было давно. Друг за другом очень много лавин было. И про это видео тоже есть, выставили мы в Инстаграме, можете посмотреть. Про это, про беды, про несчастья. Конечно, все хорошее от Аллаха Субхану ва Тааля. С нами все, что хорошее происходит, это происходит от Аллаха Субхану ва Тааля. А все, что плохое, происходит из-за наших рук, из-за наших дел. Поэтому мы должны это самое принимать таким образом, чтобы делать тауба перед месяцем Рамадан. Тем более нас ожидает благословенный месяц Рамадан, что мы должны делать тауба от наших грехов, что от чего приходит несчастье, когда постигает несчастье, тоже мы должны быть готовыми, что в любой момент Аллах Субхану ва Тааля может нам отправить несчастье. О, мама, про маму, субханаллах, мама. Алхамдулилля. Ну, просто заголовок «Мама», этим всем сказано. Кстати, кто смотрит эфир, я прошу всех, кто посмотрел эфир, у кого есть мамы живые, позвоните им. Позвоните им. Ради Аллаха, позвоните им. Вот 87 страниц. Вот, машаллах. Позвоните своим матерям. Прямо сейчас, не откладывая на долгий ящик. Позвоните, напишите своим матерям смс-ку, звуковую отправьте. Или если у вас они нету в живых, помолитесь за них. Я вас прошу, бисмилля, помолитесь за них. Просите у Аллаха Субхану ва Тааля прощения за них, чтобы Аллах Субхану ва Тааля их простил, ввел их в рай, чтобы уберег от могильных мучений и раскрыл их могилы, заполнил нуром и соединил нас в раю. Банкрот судного дня. Банкрот судного дня — это кто? Который человек придет, у него будут благие дела будут, а он их будет все раздавать. Из-за чего? Из-за своих сплетен, из-за своих бухтанов, из-за своего плохого нрава. Все, которые у него хорошие дела будут, он раздаст, и у него не останется благих дел. И тогда все равно люди будут приходить, у него хак свой требовать. Потому что он одного оклеветал, другому бухтан сделал, третьего денег занял, не отдал. Надо же рассчитаться. Вот что будет, когда человек, все свои хорошие дела раздаст. Тогда люди будут приходить
отдавать ему плохие дела. То есть вот так рассчитываться будет. Пусть Аллах Субхану ва Тааля убережет нас от того, чтобы мы стали банкротами в судный день. О скверне и очищении от него. То есть это, наверное, книжка про фикх, как нужно очищаться. Вот. 3 вида развода. 3 вида развода. Тоже актуальная тема. То есть 3 таляка люди говорят же, например, это неправильно, это не по сунне 3 раза давать таляк. Семейная жизнь в исламе. И последняя книга это 5-й поклон. 5-й поклон. 5-й поклон книга. То есть вот мы, и то это не все книги, которые Идрис Хазрат написал. Он отправил мне эти книги. Алхамдулилля. А это вот в машине, это из магазина Умма. Вот смотрите, машаллах, это подарок от Мамед Шахбановича. Он такой интеллигентный, такой благой, машаллах, человек, воспитанный в нраве своих предков, который уважительно относится к людям. И вот он мне, я хвалюсь, как говорится, вот подарил мне книгу Фаваид имам Аль-Кади Аль-Джаузия. И вот такие эти, я с радостью их демонстрирую. Вот дуа пророка, саллаллаху. Настолько человек тактичный и настолько человек внимательный, субханаллах. Мне даже стыдно стало то, что у нас особо много не было для него именно так книг, там Идрис Хазрат ему подарил все свои книги, но это вот этим поступком это показано, что насколько человек понимает ситуацию, насколько человек понимает, что вот именно вот та книга, которая вот именно вот которая книга, да, вот субханаллах, вот именно вот эта книга, которую мы, конечно, любим и читаем такие книги, иншаллах. Баракаллаху фикум, оставляю эфир, сохраняю.